начала 19 века Хамтайында журнал «Ғасырлар ауазынан» шулай архив материалларынан топланды. Бұл себепле инде әзірәк кенә тыңлап үтәрсез дип үтәсем уйлыймын, иншаллах пайдалы булыр. Тема называется «Старометодная медресе». Медресе – арабское слово, происходит от слова «дарс», обозначающего урок или лекция. Медресе – значит место, где читают лекции. Так обыкновенно называют у мусульман высшие или средние учебные заведения. Медресе у татар состояли, как и мектеп при мечети, и находились под заведованием приходских мул. Но не каждый приход имел медресе, они имелись только в городах и в тех деревнях, где были богатые люди, покровительствовавшие науки, или где было более ученый мулла. В большой части окончился курс в Бухаре. В Казани, например, каждый почти приход имел свою медресе. Но не все они пользовались одинаковым авторитетом. Самое первое место среди казанских дореформенных медресе занимал Прикабанский Кульбуй медресе. Она принадлежала второму приходу города Казани, где сосредоточились старые, богатые фамилии татар. Здесь служили самые выдающие мударрисы. У него оспаривали иногда первенство медресе первого, третьего, четвертого приходов, тоже находящихся в центре татарской части города. И в провинции было много замечательных медресе, где только имелся богач, любитель науки и хороший мударрис. Вот здесь я хочу остановить мысль и ихтибар бирасим келя, то, что первый, тот, кто начал принимать провинциальный медресе, у нас был Батров Икташ, всем, наверное, знакомый. И он всегда говорил, вот провинциальный, чили башлады, да? Хотя у нас в Татарстане имеется 9 медресе, которые из них 3 находятся в городе Казани, все остальные находятся в других городах нашей республики. И мы, как руководители религиозных учреждений, мы никогда не считали те, которые находятся вот, то есть в других городах, провинциальными медресе. То есть Батров первым, кто начал это самое использовать. И мы, конечно, против этого, потому что, например, то, что мечеть, медресе Ак-Мечеть отличался и тем, что здесь собрались самые хорошие преподаватели, и к ним шли ученики. Если взять, например, того, что в этом Ак-Мечеть медресе Синдапулмасан такие преподаватели, как Рафик Хазрат, или как Булмасан Безнамада Азад Хазрат, как Рустам Хазрат, да, то сюда бы люди не тянулись бы. Но люди приходят именно за устазом, потому что Академический медресе отличался тем, что надо выбрать себе устаза. Первое, надо выбрать себе устаза, учителя. И надо идти к учителю, не учебное заведение. А сейчас у нас так получается, люди идут учиться именно из-за названия учебного заведения. То есть, например, Казанский федеральный университет. Любой факультет, но федеральный университет. Хотя в Набережных Челнах есть, например, другие учебные заведения, которые там, то есть по содержанию, например, по составу там профессорского, да, намного может превосходить, да? Но, то есть идут за именем университета, института, а не за устаза. Академическое медресе, то есть именно они шли специально к преподавателю. Вот здесь некоторые из деревенских медресе даже оспаривали первенство у казанских своих собратьев. Например, медресе небольшой деревни Кашкар Казанского уезда, это сейчас находится Арский район. Вот. Эта деревня сейчас существует и имеет 2 улицы всего лишь, и Кюрамубар. А дореволюционные это огромный, то есть Кашкарский медресе занимал, то есть соревновался с казанскими медреселерами. То есть это намного, то есть какой уровень был. То есть Кашкарско-Казанского уезда существовавший в середине 18 века до начала 20 века. В некотором отношении считалось выше всех татарских учебных заведений, в том числе и казанских. Сюда приезжали учиться из Оренбурга, Семипалатинска, Касимов и даже из самой Казани. Среди кашкарских шакиртов были
было много сыновей самых богатых купцов и самых выдающихся мударрисов. Из кашгарских мударрисов Дамулла Исмаил Утямышев скончался в глубокой старости в 1889 году. Был корифеем своего времени и пользовался даже большим авторитетом в Бухаре. Хотя Шихабуддин Марджани отзывается о нем как о дюжинном мударрисе, имевший очень поверхностное знание. Маленькая деревня Кашгар имела такую медресе благодаря купцам этой деревни, у одного из которых известного под именем Муртазабай. В Кашгарах были мыловаренные и другие заводы. То есть вот здесь также указывается на то, что религиозные учебные заведения содержались за счет, то есть купцов, за счет тех, кто любит науку, за счет тех, кто переживает за свою нацию. То есть они содержали медреселерны. Кроме того, он вел торговлю со Средней Азией и в Казани имел великолепный дом на Воскресенской улице, на месте теперешнего пассажа. Здание медресе не отличалось благоустройством, она состояла обыкновенно из одного большого четырехстенного дома или из нескольких маленьких домов. Деревенские медресе строились из дерева, а в городах были и каменные медресе. Кухня стояла отдельной избушкой. Медресе служила общежитием для шакирдов. Там классом в настоящем смысле слова не было. Вдоль 3 стен медресе протягивались занавески, и образованное ими пространство разделялось на маленькие комнатки, по одному окну в каждой. Перед занавесами оставалось довольно просторное место, называвшее джамагат сексе. Вот мы на Хазрат, не зря это секе накуйда, потому что был ислам магариф музея. А секе, это секе, вот это секе. Конечно, она не так было. Да? Вот это секе, это самый главный атрибут любого татарского дома и любого татарского учебного заведения. Вот это секе. Поэтому тот, кто попадает в магариф музея и смотрит бусекеге, он должен понять, что это секе, это самый главный атрибут медресе. То есть джамагат сексе, то есть общая нара. Она служила и залом, и коридором, и классом. Во время лекции все занавеси поднимались, и шакирды размещались, образуя полукруг перед мударрисом. Мударрис шел секеге утырган, то есть как югаррак, как трибуна, а шакиртлер шуның тирәсендә урын алганнар. Иногда общая нара секе служила местожительством для маленьких или более бедных шакирдов, не имевших доступа в комнаты. В передних углах обыкновенно находились 2 комнаты уже из дощатых перегородок. Здесь жили хальфа и казылар. Теперь перейдем к другой стороне жизни, к учебно-педагогической стороне. Учебные программы и приемы обучения татарских медресе были чисто клерикально-схоластические, бухарского типа. Предметы обучения в них распределялись на 2 категории – улюм-аль-галия и улюм-аль-шаргия. Первая из них состояла из наук, служивших орудием основательного и всестороннего понимания религии ислама, а вторая – изучение собственной религии ислама. Улюм-аль-алия сам разделяется на 2 группы. На улюм-аль-арабия, арабия и науки, изучающие арабский язык и литературу, и на улюм-аль-аклия, или это так называется аклия, умственные науки, куда входили мантык, то есть логика, философия и другие науки. Все эти науки изучались по определенным и неизменным учебникам, получившим чуть ли не авторитет Корана. Каждый из таких учебников обыкновенно состоял из собрания нескольких книг, но не отдельных, а параллельных или концентрических. Это вытекало из своеобразной, так сказать, средневековой системы составления книг. Весь материал состоит из 20 страниц. Иншаллах, сборника «Бзаны Киртербес», Аллах верса. Ну, то есть, меня колса, этот материал очень интересно, потому что вот Рафи Габы, то есть заместитель муфти по образованию Республики Татарстан, в этом году в современных мадресе первый раз в 2015 году был введен стандарт. То есть
стандарт, что должен на выходе, какой мы должны получить продукт. До этого, до 2015 года у нас не было стандартов в религиозных учебных заведениях, то есть каждый медресе обучал по такому принципу, который, то есть, как скажем, вот они могли 2 года обучать и давать имам хатиб. 4 года обучать, тоже имам хатиб. 5 лет, тоже имам хатиб. То есть был введен определенный стандарт, что имам хатиб какими должен иметь, какие у него должны быть компетенции, какие у него должны быть знания, то есть что он должен знать. То есть вот эти стандарты были введены, иншаллах. Айдар Хазрат об этом будет говорить, он непосредственно близок к этому тему, поэтому эту тему не буду поднимать. Просто сейчас медреселер, то есть отходит от академической системы образования, но сейчас мы уже, работая в течение 15-20 лет, мы видим, что все-таки некоторые элементы академической медресе необходимо сейчас вести в современные медресе. Потому что в чем вопрос? В академических медресе они брали книгу, любую книгу по грамматике арабского языка и так далее, его изучали от корки к корке. И когда мы выходим в исламский мир, за границу, да, например, да, где обучаются, они не спрашивают, что ты закончил. У нас ведь спрашивают, что ты закончил. Я закончил КГУ, я закончил то-то. Они спрашивают, какую ты книгу читал. И не китаб окудым. Китаб окудым. Какую книгу читал? А наши студенты не могут назвать ни одну книгу. Потому что наш учебник, мы по учебникам, какую книгу? Классическую книгу надо. И потом спрашивают, у кого учился? Стазенкен. Или в первую очередь даже не спрашивают, какую книгу, у кого ты учился. У нас сейчас, вот, например, наши, вот, например, светский вот, мир, да, например, в светских учебных заведениях, там спрашивают, где ты учился? КАИ. О, Яхши, КАИ, да. Да. У КФУ, о, ШЭП, да. Обязательно там учился. Кемнер уходом. Первый, у кого ты учился? Яхши, рахмат. Рахмет. Büyük özgergen. Özgergen ansıbıp, ikincide Fadimik medrese olsa, anda indi şirekke sıyırt talşıvı da bulurlar bir şey. Ondan sonra yağlıklarını yıkırtacak bilende... Şak durap, şak. Çatsı işte bitirme tatlıydı. Sıra suya bas. Bir-iki sıra onun şu günlerişke etkende, bağlanı bütünde vaktilgende, bağlanı medresege alıp bilgendeydi. Onda yapılan bulganlar itesine, siyergini bir yürüyüş değil mi? Ondan sonra Fadil bir şey medreselere girgende, onda o şeyler etkende, uha maçıkta naходится на спине его. Bu ilişkilerinde bu humanlık pedagogika kurulunda elbette biz muayenelerine koymalı diye. Elbette. Ondan sonra benim bir fikrim, bir sorum var idi. Biz şimdi Kadimşehirlik işi bu işi. Kadimşehir medresede tarihine girgende, onda bir-iki şahıs kılındaydı. Bir şahıs milletliği alasın ki. Bir Muhammed iş Muhammed ettiğin şahıs değil mi? Sizin yazmanızda aynı okurken, bir Muhammed iş Muhammed ettiğin o işe olurken onun hizmetleri yani ona karata analiz olacak mı sizin mesela yazmanızda? Yok, anda bir karalmağım. İmенно bu medresede Kubrak okutu programmasına itilgen basım yasalgan idi. Rahmet okutu programmasına girgende, tağı siz ettiniz, kurt çağında bizim indi şirketlerimiz çıra, fayda çağında ilk azrak, naşararak ezilmek bilen biliyorsunuz. Şirketlerde bulunan şunda iş, bahis işi diyorlar. Bahis olur, disputlar diyorlar. Siz onu hukuk için uyuşturucu olarak para parasız mı? Yok, albatta, mında aytilmadi, mında kile turgan bo'lgan boshqa medreseden bir delegat u qarovchi manzara degan aytildi. U shunday kelib, o'sha disputlarda qatnashgan hamda endi bu Qashqar medresesinden olingan o'quvchilar türlü fikir bo'lib, hatto o'qituvchilar, mudarrislar bilan bahsga kirib, endi shogirdlar orasida nizohga chiqib, so'g'ishuv darajasiga kirib yeta turgan bo'lgan. Mana bu bahslar ham endi mudarris vaqtida to'xtatib qolgan tiyish bo'lgan. Yo'q, u albatta u
фикр алышу деп алтыбыз инде хәзерге вакытта әйтик, мәсәлән, укытучы, оста укытучы, ул шушы бер фикерне ыргытып, шәкертләрнең үз ара фикер алышуларын күреп, аларның аңлау дәрәҗәләрен белә ала, күрә ала. Материалны. Bir okuyor tabii, ikinci okuyor arasında disputlar da Диспутлар, ул безнең вот менә Казанда битендә шул буйруклары булганга күрә төрле мәсьәләләргә карата, то есть күбрәк үстәллектә атыйлар иде, әмма дә ләкин менә шушындый теге брейн рынок шикелле шундый формада әйберләр алып барыла. Спасибо большое, во-первых, за интересный доклад, за интересные лично для меня некоторые новости. Мое мнение, конечно, безусловно, нужно только приветствовать создание общих стандартов. Это вообще замечательно, очень хорошо. Вы знаете, вот у меня вопрос возник по поводу. Вы сказали, что элемент академического образования полезно внести в работу современных медресе. Я, вы знаете, что думаю? Как вы думаете, а может быть действительно это внести вот в качестве, знаете, какое вот расширение объема самостоятельной работы для студентов, для учащихся в медресе? Потому что, то есть, например, как вы сказали, чтобы они знали книгу, допустим, да? Вот просто мы, я как бы сам работал в КФУ, и мы как бы сотрудничаем в том числе с нашими европейскими коллегами. Вот, мы недавно буквально там с Евросоюзом очень большой образовательный проект делали. И вот итальянские коллеги, они очень, как бы мы как бы знакомились с их системой, и они очень интересно как бы сказали, люди знакомые с европейской системой образования, не с нашей, они говорят, вы в России выпускаете очень много студентов, но, говорят, у них очень такой примерно как бы одинаковый уровень, примерно, да, как бы, мы выпускаем, может быть, не так много, но каждый из наших студентов, он более, как бы, как сказать, больше исследователей, то есть они делают навыки на исследовательской работе. За счет чего? Я так как не объясню, да? За счет того, что они действительно дают большой объем самостоятельной работы, например, изучить вот данную книгу, а потом вот мы с вами и сделать какую-то самостоятельную работу по этой книге, то есть ответить на какие-то контрольные ключевые вопросы. То есть тем самым человек, который не выучит, не прочитает эту книгу, он не сможет сдать зачет или как, получить зачетные единицы, скажем так. Вот, то есть я вот просто думаю, что вот как вы сказали, да, вот если, допустим, внести действительно, как мне показалось, вот, в программу вот, знаний таких книг, а потом аттестацию по ним, да, то вот как мне кажется, это будет. Я поддерживаю ваше мнение. Почему? Потому что вот, менталитет наших студентов заключается в том, что, вот, например, менталитет, то есть вот сейчас, вот, например, светских учебных заведений, религиозных учебных заведений, в принципе, они одинаковые, они те же люди, да? Просто они сделали выбор, там, чтобы не пошли в светские учебные заведения, а пошли в религиозные учебные заведения. То есть они, вот сейчас студенты, вот, они все, большинство из них оставляет на зачет. Перед зачетом они начинают работать по полному и так далее, и так далее. То есть у нас же неспроста появилось такое выражение «за ночь выучить китайский язык», да? То есть у нас вот такой менталитет студентов. Конечно, Улбик такой, вот, конечно, было бы здорово, конечно, что если занимались именно по такому принципу, что исследовательская деятельность практически вот не существует. Мы же, естественно, работаем, то есть вот, тоже у нас в педагогическом университете, то есть КФУ, то есть, в принципе, вот, заставляет ходить на лекции. Нет уже желания. Вот у нас ведь такой менталитет, то что ты должен получить высшее образование. Киши буласым кильця, если хочешь быть человеком, ты должен получить высшее образование. И поэтому потом у нас, чтобы менеджером быть, продав все в магазине, он должен закончить КФУ, получается. То есть, а почему? Потому что он высшее образование имеет. Просто у нас, наверное, это политика государства, надо сокращать количество студентов, и чтобы только работали те, которые действительно хотят заниматься наукой. Можно небольшую ремарку на ваш вопрос? Они не только исследователями выходят, но еще и специалистами именно по определенному узкому направлению. То есть широко используется сейчас именно, вот, например, работник по определенным маркам телефонов. Грубо говоря, пример, потому что это более, и для человека лучше, да, то есть именно если взять там Европу. И европейская система, она же вот некоторые исследователи говорят, что среднеазиатская система
в каком-то проценте была перенята и в Европу тоже, именно в средние века. То есть не совсем в средние века, где-то, может, 17 века, может, там, 16 века. Где-то так говорят. Ну, то есть узкая специализация. Я согласен. Я А это бы хорошо, сказал, узкая специализация. я считаю, что как бы вот действительно навыки самостоятельной работы, А у нас это особенность менталитета вообще человека, откладывать все на последний момент. Давайте скажем так, не только студенты, и светские, скажем, и светские студенты светских учреждений также, и вообще человек, пока, образно говоря, вот он не столкнется с необходимостью, он это не делает. Так ведь, вот, допустим, мы сами часто делаем, откладываем на последний момент. Вот нужно, мы тогда... это есть. То есть, если, иначе говоря, если это не будет такого вот, как бы контроля за тем, что вот человек прочитал, вот ему дано задание, он прочитал вот какие-то вопросы, то, в принципе, Уважаемые коллеги, давайте мы